Сегодня в республике отмечается Национальный день здоровья. Следует отметить, что эта знаменательная дата отмечена еще указом Михаила Ефимовича Николаева 2000 года. В целом все это делается для того, чтобы утвердить здоровый образ жизни в каждой семье, в рабочем коллективе, ну и вообще в республике в целом. Сегодня акции по Национальному дню здоровья проходят в торгово-развлекательном комплексе «Туймада». Здесь волонтеры и медики совместно со СПИД-центром и республиканскими больницами проводят некоторые тестирования для того, чтобы граждане узнали о статусе своего здоровья. Ну а рядом со мной находится Алена Никитина, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Российской Федерации. Мы поговорим с ней о Национальном дне здоровья более подробно. Алена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие же акции ежегодно включает в себя Национальный день здоровья? Да, как вы абсолютно правильно заметили, ежегодно, начиная с 2000 года, когда вышел указ первого президента Республики Саха-Якутия, мы отмечаем в конце февраля ежегодно Национальный день здоровья. Ну, конечно, прежде всего мы хотим привлечь внимание каждого жителя нашей республики к своему здоровью, к ответственному отношению к своему здоровью. И хотим всех призвать почаще обращать внимание на свое здоровье, беречь свое здоровье и, конечно, вести здоровый образ жизни. С сегодняшнего дня и по 8 марта во всех медицинских организациях республики будут проводиться такие же акции, будут проводиться семинары, круглые столы о здоровье. И до, так скажем, пандемии мы, это Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, мы ежегодно выезжали в районы, там открывали наш Национальный день здоровья, но в связи, так скажем, с ситуацией, формат проведения, конечно, он меняется. Но, тем не менее, мы его ежегодно отмечаем и всегда говорим о том, что лучше профилактировать, лучше предупредить заболевание, чем потом от него лечиться. Скажите, а что нужно сделать простому гражданину для того, чтобы приобщиться к этому дню? Наверное, для кого-то, возможно, это станет отправной точкой для ведения здорового образа жизни. Что мы обычно включаем? Это основные, так скажем, постулаты здорового образа жизни. Это правильное, рациональное питание, это соблюдение питьевого режима, это соблюдение, так скажем, сна, здорового сна. Это активный образ жизни, то есть это больше физической активности в свою жизнь включать. Конечно же, это отказ от вредных привычек, от курения, от чрезмерного потребления алкоголя. Конечно, мы должны сказать о том, что вообще на самом деле вести здоровый образ жизни, на самом деле это сейчас модно. Это, в принципе, не так уж и дорого на самом деле. Поэтому всех призываем присоединяться к этой когорте здоровых людей, которые ведут здоровый образ жизни. Вообще хочу сказать, что за эти 2 года, которые прошли, даже уже 3 года, 3-й год пошел, как мы в пандемии. Конечно, мне кажется, что к своему здоровью стали все-таки больше обращать внимание, потому что наличие хронических заболеваний, оно, конечно, на течение, так скажем, новой коронавирусной инфекции очень сильно отображается. То есть, если есть хронические заболевания, это есть риск того, что заболевание будет течь тяжело и будут разные осложнения. Поэтому, в любом случае, независимо, так скажем, и от пандемии, призываю всех вести здоровый образ жизни. Самый простой, наверное, один из, так скажем, самая простая возможность – это просто выйти на улицу, пойти пешком до работы, пить больше чистой воды,
заботиться о своем ментальном здоровье. Сейчас это, мне кажется, очень актуальный вопрос в том числе. Скажите, а по сравнению с прошлым годом, который был объявлен у нас в Якутии годом здоровья, много ли граждан начали более ответственно относиться к своему состоянию, учитывая, что действительно появилась такая позитивная мода на сохранение здорового образа жизни? Да, по данным Центра управления регионом, мы с ними очень активно совместно работаем. Центр управления региона проводит различные опросы, анкетирование населения. И по их данным, на сегодня 60% наших жителей республики ответили на то, что они стараются вести здоровый образ жизни. Это вообще на самом деле очень отрадно, что вот все больше и больше людей стараются ответственно относиться к своему здоровью. Вообще в республике делается очень много. В прошлый год у нас был объявлен годом здоровья, когда мы уже со всех, так скажем, трибун и с высоких трибун правительства, муниципальное образование, это и, так скажем, на рабочих местах, да, мы говорим о том, что основное определение здоровья, значит, как говорит Всемирная организация здравоохранения, на 50% наше здоровье зависит от образа жизни. И только на 10-18% от системы здравоохранения. И действительно было принято много различных проектов, много мероприятий разных органов исполнительной власти, ведомств, общественных организаций, да, к тому, чтобы как-то ярко, с учетом, естественно, сложившихся ситуаций, провести год здоровья. И на самом деле было сделано очень много. И этот год у нас как бы те мероприятия, которые стартовали в год здоровья, они продлятся еще и в десятилетие здоровья, которое было утверждено указом главы республики С.Н. Николаева. Благодарю вас, Алена Михайловна, за предоставленную информацию. Ну, а я отмечу, что акция, организованная в рамках Национального дня здоровья здесь, в ТРК Туймада, продлится до 15 часов. Так что можете смело приходить сюда, узнавать о состоянии своего здоровья. И не забывайте, что вести здоровый образ жизни не только полезно, но и невероятно интересно. Коллеги, передаю вам слово.